Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Месяц Рамадан, месяц прощения грехов, и снова мы возвращаемся к хадису пророка, к дуа Джибрииля, алейхиссалям, который сказал: да унизит Аллах того человека, который застал Рамадан от начала до конца, но не смог снискать прощение Аллаха. И этот хадис, дорогие братья, я в первую очередь напоминаю себе, потому что у нас остаются считанные дни, считанные ночи, и если мы не сможем за эти последние ночи избавиться от наших грехов, то мы попадаем, не дай Аллах, под это страшное дуа: да унизит его Аллах. Месяц Рамадан, Всевышний Аллах создает все условия, дает все инструменты, открывает все дороги, чтобы его рабы смогли очиститься от грехов. И Всевышний Аллах в Коране говорит: «Куль, скажи, я айбади аллазина асрафу аля анфусихим». О мои рабы, которые асрафу аля анфусихим, которые проявили излишество, исраф по отношению к себе. То есть те, которые нарушили законы Аллаха, границы Аллаха против себя. Потому что от того, что человек погружается в грехи, никакого вреда этим он Всевышнему не может нанести. Он наносит вред только себе. Поэтому Аллах говорит: о рабы мои, которые излишествовали против себя. Ля такнату мир рахматилля. Не отчаивайтесь, сколько бы вы ни ошиблись, сколько бы вы прегрешений, грехов не сделали в жизни, Аллах говорит: не отчаивайтесь в милости Аллаха. Инна Аллаха ягфиру дзунуба джами'ан. Воистину Аллах прощает все грехи. Нет такого грешника, которого Аллах не мог бы простить. Аллах прощающий. И если раб, призная свою слабость, призная, что он совершил ошибку, грех, если он вернется к Аллаху, вот даже слово покаяние, оно означает тауба, вернуться к Аллаху. Потому что, совершая грех, он отвернулся от Создателя. Он отдалился от Него. А сделая тауба, он снова вернулся к Нему. И поэтому, если он вернется искренне к Аллаху, с покаянием искренним, Аллах простит его. Инна Аллаха ягфиру дзунуба джами'ан. Воистину Аллах прощает все грехи. Иннаху хуаль гафурур рахим. Воистину Он гафур, аль-гафур, прощающий, ар-рахим, милостивый. И давайте сегодня, братья, поговорим о начале искреннего покаяния. В начале, перед тем, как вернуться к Аллаху, самое первое условие: человек должен признать свою ошибку. Искренне признать. Он должен понять, что он нарушил границы. Он допустил оплошность. Он совершил грех. Поэтому в книгах и в Коране это называется аль-и'тирафу бидзанб, признание своего греха. И'тирафу дзанб. И это есть начало, твое начало искреннего, настоящего покаяния. И давайте вот эту тему разберем на примере самых лучших созданий Всевышнего. Это пророки. С одной стороны, по акиде, по вероучению мы
знаем и уверовали в то, что каждый пророк, он ма'сум. Ма'сум — это значит, он защищен от грехов. Но с другой стороны, мы знаем, что Аллах защитил пророков касаемо их основной миссии, основной деятельности. То есть пророки, когда доносили до людей истину, они никогда не могли обманывать, потому что это касается уже их прямой миссии. Да? Они никогда не могли забывать. То есть пророк, который, саллаллаху алейхи вассалям, доводил до нас истину, он не мог забыть что-то. Аллах Тааля не дал ему, он защитил его от этого. Он оберегает от этого пророка. Или, например, пророк, который говорил: вы должны говорить только истину, вы не должны лгать, но в то же время сам лгал. Такого не было. Они были примерами того, к чему призывали. Но Аллах Тааля мудрый, и Он позволил, допустил, когда некоторые пророки совершали ошибки. Они совершали ошибки. Но как только эти пророки совершали какие-либо ошибки, сейчас приведем несколько примеров, они признавали свою слабость. Они признавали, что они ошиблись. Это не Аллах ошибся, это не другие, а Он ошибся. Затем они сожалели об этом, искренне просили у Аллаха покаяния так, что ученые говорят, если взять степень пророка до совершения этой ошибки и после, у него степень перед Аллахом становилась намного выше после ошибки. Если, например, у него одна степень была перед Аллахом, уровень этого пророка, он совершал ошибку, но так каялся, так просил у Аллаха прощения, что степень его становилась намного выше, чем была до ошибки. То есть получается, это ошибка не роскошь, а средство чего? Роста. То есть, смотрите, мудрость Аллаха. Человек, казалось бы, совершая какое-либо прегрешение, он опускается, но когда Аллах дает ему понимание того, что он согрешил, он ошибся, он споткнулся, он виноват, Аллах дает ему тауфик, и он начинает каяться, просить прощения, что в итоге Аллах поднимает его степень намного выше, чем та степень, которая у него была. И пример этому Адам алейхиссалям. Ну, начнем с Адама, да? Аллах Тааля ему сказал, ему запретил вкусить плод, запретный плод, который он вкусил. И Аллах изгнал его из рая. Но Адам алейхиссалям, он признал свою ошибку. Он искренне каялся, что он сотворил грех. Даже когда он понял, что он поддался наущению, как Аллах в Коране говорит, он убежал. Он хотел куда-нибудь скрыться. Где-нибудь, куда-нибудь скрыться, потому что ему было стыдно. Ему было совестно, и он понял, что он допустил ошибку. Это была его очень большая ошибка. И он это понял. И даже после того, как Аллах спустил их на землю, они, не только он, но и она, Адам и Ева, Хауа, они очень много каялись перед Аллахом. Они признали, что они допустили эту ошибку. И, например, сурат Аль-А'раф, 23 аят. Аллах в Коране оставил их слова покаяния, чтобы все знали, чтобы история знала их покаяние. Это покаяние первых людей на земле. И наша тема аль-и'тираф, признание, что они ошиблись. Они говорили, «Каля». Аллах говорит в двойственном числе. Их было двое, да. «Каля». Они сказали, «Раббана, о наш Господь, залямна». Мы проявили несправедливость. Мы совершили зло.
Мы проявили несправедливость анфусана по отношению к самим себе. От того, что они нарушили закон Аллаха, от этого силы и мощи и величия Аллаха меньше не стало. Аллах как был великий, Он так и остался. Но от того, что они нарушили, они что сделали? Вред нанесли себе. Аллах изгнал их из рая. Хотя задумка шайтана была очень мудрой. Да? Шайтан, он же как сказал Адаму: а ты знаешь, почему Аллах запретил этот плод? Хотя он не был голодным, там других плодов было много. Да? Он сказал, секрет кроется в том, что это самаратуль хульд, это плод вечности. То есть это гарантия, если ты его вкусишь, ты останешься в раю. Он поймал его за слабое звено. Потому что Адам и его дети, то есть мы, когда добиваемся чего-то, какого-либо блага, для нас самое страшное это потерять это. Да, вот ты стал богатым, ты просто, он не может заснуть, ой, там доллар подскочил, ой, там кризис, все, так вчера у тебя ничего не было, и ты намного счастлив был, а сегодня у тебя все есть, а ты сейчас за то переживаешь, ой, я сейчас все потеряю, так вчера у тебя вообще не было. Это слабость человека, и он поймал человека за эту слабость, он сказал, это твоя гарантия. Он не доверился Аллаху, а решил взять гарантию еще, оформить, да? И это его лишило рая. Поэтому они сказали, «Залямна анфусана». Мы проявили, это не ты проявил к нам несправедливость, это не ты проявил к нам несправедливость, изгнав нас, это мы проявили несправедливость, нарушив твое правило. То есть он сказал, Аллах, ты не виноват, я виноват, мы виноваты в том, что ты изгнал нас из рая, лишил нас рая. Ва ин лам тагфир лана, и если ты нам не простишь, они понимали, что они нуждаются в прощении Аллаха. Если Аллах не простит, дальше будет хуже. И поэтому они сказали, ва ин лам тагфир лана ва тархамна, и если ты не простишь нам наш грех, ватархамна, и не смилостивишься над нами, лянакунанна миналь хасирин, мы непременно будем в убытке. Мы все проиграем, мы все будем в убытке. Миналь хасирин, это убыток. Поэтому и Адам, и Ева, после того, как были изгнаны, лишены райских благ, они не сидели и не оправдывали друг друга. Ну ладно, шайтан, это шайтан виноват, шайтан. Это Аллах нас изгнал. Нет, не Аллах не виноват. Они сказали, мы виноваты. Да, мы признаем. Вот это есть, братья, это есть начало тауба. Пока ты не признаешь, что ты виноват, я виноват, они там, жена виновата, начальник виноват, сосед виноват, гаишник виноват, не там стоял с радаром, но только не я. Да, вот мы же всегда ищем виноватых. Вот пока ты не признаешь, не сломаешь свое я, свой нафс, что и не скажешь, нет, это я виноват, тауба не будет. Аллах знает, как ты это признаешь. Поэтому, братья, вот это есть начало. Они сказали, мы виноваты в этом, и только мы. И Аллах что? Аллах простил Адама? Аллах простил Адама. И что дальше происходит? Альхамдулилля, Аллах Тааля возвысил его. Возвысил его. Мы все знаем Адама, и в судный день еще придем к нему. Так ведь? Поэтому Аллах Тааля возвышает. Дальше. Почему-то я пропустил Нух, алейхиссалям. По истории дальше Нух, можно было Нух, да? Нух, алейхиссалям. Его ошибка была в чем? Аллах приказал ему построить ковчег. Он построил ковчег. Потом сказал, как там по паре, даже животным нашлось место в ковчеге. Но кто отказался зайти в ковчег? Его родной сын. Его родной сын. Он отказался уверовать.
И как он говорит, я бунайя, иркам, о сыночек мой, улым, улым. Он не говорит там, эй, слоны, давайте сюда, надо спасать вас. Эй, тигры, давайте сюда, там коровы. Да. Нет, он сказал, я бунайя, сыночек мой, иркам маана, садись с нами, давай с нами, спасайся. Он сказал нет. Он отказался. Он отказался от веры, от истины. И когда Нух, алейхиссалям, понял, что он потерял сына, он не смог проявить терпение. И он обратился к Аллаху и сказал, о Аллах, так это же моя семья. Он сказал, это мой сын. И вот здесь его была ошибка в этом. Аллах Тааля дал места в этом ковчеге, на этом ковчеге только верующим. И так как его сын отказался от веры, значит ему нет места там. И он сказал, это же моя семья. И Аллах ответил ему, это не твоя семья. Все, он отказался. И Аллах сказал, и ты не можешь просить у меня то, в чем у тебя нет знаний. И он понял свою ошибку, и он покаялся. Он покаялся и попросил у Аллаха прощения. Это Нух алейхиссалям. Дальше пошли. Муса алейхиссалям. Муса алейхиссалям, когда проходил мимо людей, двое пререкались между собой. И он решил одного защитить. Но так как, может быть, он даже сам не знал, Аллах ему дал, говорят ученые, силу 10 мужчин. То есть, если он ударил, как будто это 10 мужчин ударили. И он, может быть, даже сам не знал. Он не хотел. И когда они подрались, он просто ударил того, тот умер. Потому что он был очень сильный. И он понял, что он погорячился. Он понял, что он не хотел его убивать, но тот умер, потому что у него был очень сильный кулак. И сура Касас, 16 аят. Аллах приводит слова покаяния, признания своей ошибки Муса алейхиссалям. Каля, и сказал Муса, Рабби, о мой Господь, инни залямту нафси, я проявил несправедливость по отношению к себе. Все, я ошибся, это я виноват. Фагфирли, прости меня. Прости меня. Он не стал говорить, это он виноват. Или там мой кулак виноват. Да? Он сказал, о Аллах, я проявил несправедливость. По отношению к себе я сделал грех. Фагфирли, ты прости меня. Прости меня. Фагафараля. И Аллах говорит, Аллах простил его. Иннаху хуаль гафурур рахим. Воистину Аллах прощающий, милостивый. Вот это Муса алейхиссалям. Аллах Тааля показывает, что он признал свою ошибку. Дальше Юнус алейхиссалям. В чем была ошибка Юнуса? Когда до Юнуса дошла весть, что Аллах Тааля не спосылает наказание на его народ, он решил убежать. Но он даже не знал, что лодка, на которой он попытается убежать, начнет тонуть. И что под лодкой уже давно ждет его кит. Аллах Тааля для него отправил кита. И когда они бросали жребий, потому что на кого падет, тот и будет прыгать в воду, да? Сколько бы раз они не бросали, все время попадало на кого? На Юнуса алейхиссалям. И если бы даже 1000 раз бросили, все равно попало бы на Юнуса. И Юнус алейхиссалям пришлось ему покинуть лодку. Он прыгнул в воду, а там уже кит его ждал. И когда он уже оказался в чреве кита, да, на дне океана, он понял свою ошибку. И он обратился к Аллаху следующими словами. Ля иляха илля ант. Нет истинного божества, кроме тебя. Субханак. Вот это очень важные слова. Субханак. О Аллах, ты пречист от недостатков. Это что означает? Аллах, это не ты виноват, что я оказался в чреве кита. Не ты виноват. Он не обвинял Аллаха в несправедливости или еще в чем-то. Да? Он понял свою ошибку. И он сказал, Субханак, ты пречист от всех недостатков. Инни кунту миназзалимин. Это я был из числа несправедливых. Вот многие братья, когда делают дуа, они используют эти слова. Потому что пророк ﷺ сказал, дуа обладателя рыбы
она мустаджаб, принимается. Но, дорогие братья, чтобы наша дуа принялась, нужно повторять не только слова Юнуса, а нужно еще оказаться в положении Юнуса. Чтобы твое сердце было в положении Юнуса, в чреве кита, у тебя все, уже погибель, да? И он понял, что это его ошибка была. И он искренне покаялся, он признал свою ошибку. И Аллах приказал рыбе освободить его. И Аллах спас его. И не только его, а его народ спас. Кстати, история Юнуса и его народа, это, ученые говорят, единственная история в истории, единственный случай в истории человечества, когда с небес наказание уже пошло, и Аллах остановил наказание. Никогда Аллах не останавливал наказание. Если Он не спаслал, все, оно достигало. Но здесь люди так каялись, что Аллах Тааля остановил наказание и спас и Юнуса, и его народ. Вот. Юнус признал свою ошибку. Это Аль-Анбия 87. Дальше, тоже хорошая история, это сыновья Якуба, алейхиссалям. Когда они поддались наущению, то есть они не смогли подавить свою зависть, да, когда они увидели, что отец любит Юсуфа больше, чем мы, они решили его погубить и бросили в колодец. И уже потом, когда выяснилось все, да, когда уже все поняли, что они сделали, они поняли свою ошибку, и они покаялись. И сура Юсуф, 97 аят, Аллах говорит: «Калу я абана». Его сыновья подошли к отцу и сказали: «О отец наш, истагфир лана зунубана». Попроси у Аллаха прощения за наши грехи. Ты, как наш отец, попроси у Аллаха прощения за наши грехи. Инна кунна хатиин. Воистину мы ошиблись. Сыновья сказали: да, мы поддались шайтану. Это наша ошибка была. Не Юсуф виноват был, не ты. Мы поддались. Мы виноваты были. Поэтому попроси у Аллаха прощения. Вот это тоже указывает на то, что в начале тауба стоит признание. Человек должен признать. Пока он не признает, дальше ему идти нельзя. Это очень важно. И мы с вами вчера еще приводили примеры, как посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, во время намаза 7 мест внутри намаза пророк в 7 местах просил у Аллаха прощения. И там тоже есть такие слова: «И'тарафту биденби», я признал свой грех, я признаю свои ошибки. И вот сегодня тоже буквально два дуа, иншаллах, которым учил пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Первый от Аиша, посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал, это Сахих Муслим: «Фаинналь абда иза атарафа бидзанбихи сумма таб Аллаху алейх». Это не дуа, оказывается, это хадис просто. Пророк сам сказал: «Фаинналь абда», поистине, когда раб и атарафа бидзанбихи, признает свой грех. Братья, признает свой грех и кается после того, как признался, и кается, таб Аллаху алейх. Аллах принимает его покаяние, Аллах прощает его. Но пока не признаешь, что ты виноват, Аллах не простит. Дальше Абу Бакр Сиддик рассказывает: я подошел к пророку, алейхиссаляту вассалям, и сказал: научи меня дуа, которую я мог бы произносить во время молитвы. Вот снова, вчера этой молитвы не было, внутри намаза. И пророк мне сказал: говори следующие слова. Это можно после ташахуда, после салавата до саляма. Аллахумма инни залямту нафси зульман кафиран. Воистину я причинил себе очень много зла. Зульман кафиран. Валя ягфиру зунуба илля ан. И никто не может простить грехи, кроме тебя. Фагфирли магфиратан мин индик. Прости меня своим прощением, прощение, которое у тебя. Вархамни, и смилостивайся. Иннака анталь гафурур рахим. Воистину ты прощающий и милостивый. Вот здесь тоже те же самые слова.
«Инни залямту нафси зульман кафиран». Я причинил себе несправедливость много раз. Этот хадис в сборниках Бухари и Муслима. Вот эти дуа можно читать до саляма, после салавата. Вот поэтому, дорогие братья, основа всех основ покаяния. Пока мы не признаем свою ошибку, что мы ошиблись, что мы виноваты, дальше покаяние искренним не будет. Дай Аллах нам покаяться за наши все грехи. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.